Хайрлы күн. С вами я, учитель казахского языка Дошан Жандарбекова. И сегодня у нас последний заключительный урок нашего курса, то есть 12-й урок нашего курса, который называется «Казахский язык за 2 недели». Я очень рад приветствовать вас в моем 12-м уроке, так не все доходят до 12 урока. Может, кто-то усердно занимается, может, кто-то послушал, посмотрел, а кто-то, может, в дверь постучал, да? Сегодняшний урок мы проведем в виде маленьких лекций. Конечно, я старался максимум лишь научить вас использовать только два правила, учить два правила. Это использование глагола и использование существительных слов. А в остальном все зависело от вас. То есть успех этого нашего курса все зависит, на 90% зависит от вас. То есть я, как я раньше повторял, я учу вас только два правила, а словарный запас и использовать свои знания, это все в ваших руках. Может возникнуть такой вопрос, как определить, владеет ли казахским языком, какие есть функции или обязанности, чтобы считать себя владельцем казахского языка. Это очень просто. Чтобы считать себя владельцем казахского языка, нужно уметь говорить свои мысли, то, что происходит вокруг. То есть, если вы сможете рассказать то, что вы думаете, и то, что происходит вокруг на казахском языке, то вы владелец казахского, то есть вы знаете казахский язык. А грамотно читать, грамотно писать, или переводить все тексты, или переводить сразу то, что ты слушаешь от своего собеседника, то есть эти функции не обязательны. Самое то, что вы думаете, и то, что происходит вокруг. Если вы считаете себя владельцем казахского языка, то я вас поздравляю. Казахский язык можно не только использовать в Казахстане, но и за пределами страны. Например, казахский язык входит в состав тюркских языков, а тюркских стран около 27. Есть независимые республики, есть автономные республики. В этих странах, во всех 27 странах вы можете использовать казахский язык. Например, давайте возьмем, например, Узбекистан, соседи Казахстана, да? Киргизстан, даже Татарстан можно взять. Давайте Узбекистан. Вы пришли в Узбекистан и говорите продавцу на базаре 100 тенге. У них 100 это жюз, а тенге у них сум, да? Сум, если не ошибаюсь. Жюссом, вы так спросите. Жюссом это 100 тенге. А на узбекском юсум. То есть жюз это юз, сом это сум. То есть различия есть в некоторых буквах и все. Но если вы так скажете, вас продавец вас поймет. И то же самое. Вы можете казахский использовать даже в Турции. Если вы придете в Турцию, Стамбул, Анкару или еще другие города, если будете разговаривать на казахском, а не на турецком, вы будете понимать другие. Еще казахский язык можно использовать в странах, где используют арабский язык, арабскоязычных странах. Их около 22. Ну, как опорные слова. То есть в тюркских странах вы используете это как общительные, вот, как разговорная вещь, а там как опорные слова. Как так до 20 века графика казахского языка была арабским. Это, конечно, повлияло на лексикон казахского языка. И в результате многие слова, много употребляемые слова сегодня с арабского, даже многие казахи не знают то, что эти слова не с арабского. Например, китаб, калам,
Даптер, и этот школа, Мектеп, да? И так далее. Дмитрий Петров сказал, что за 2 недели можно изучить любой язык. И он не из тех, кто об этом впервые говорит, так как, если оглянуться в историю, можно встретить много примеров, которые за краткое время освоили язык. Приведу один пример. Очень давно жил такой человек по имени Зейд ибн Сабит. Ему учитель поручил изучить еврейский язык за краткое время. И Зейд пишет в своей книге то, что изучил еврейский язык, не доводя до полумесяца. То есть полмесяца это 15 дней, это не доводя, это то есть максимум 14 дней, то есть за 2 недели. Он переводил письма, которые пришли со стороны евреев, и отвечал на эти письма. То есть он освоил за 2 недели литературной степени, да? То есть, и опять же вопрос, в чем же здесь секрет, в чем же здесь успех? Опять, Зейда, во-первых, никто не учил, так как учитель сам не знал этот язык. Но самое главное, учитель поверил Зейду в то, что он сможет это. И он, Зейд, ощутил это в себе. И в результате вера дала ему большую силу и, конечно же, результат. То есть, и как учитель казахского языка, я тоже верю, что казахский язык можно изучить за краткое время. Я в это верю, и только теперь остается поверить это вам и доказать это не другим, а самим себе. Если у вас есть вопросы или предложения, или просто хотите написать мне, напишите мне по электронному адресу, который указан на ваших экранах. На этом я с вами прощаюсь. Аман, сау.